Абхазия маленькая страна, но она столкнулась с огромными проблемами, и эти проблемы нужно неотложно решать в срочном порядке. Конечно, мы не можем оставаться островом в цивилизованном мире, но то, что подходит другим государствам, нам совершенно не подходит, ввиду того, что население Абхазии всего 250 тысяч. И этот нашумевший закон об апартаментах является национальной угрозой существования абхазского государства. Прежде всего потому, что появится очень много, десятки тысяч новых жителей Абхазии, и это будет новый Абхаз-Переселенстрой, который во времена Берия был создан для того, чтобы низложить статус бывшей союзной республики Абхазии, включить ее в состав Грузии и ассимилировать абхазское население полностью. Поэтому это еще свежо в памяти наших родителей и всех тех, кто знает хорошо историю Абхазии. Конечно, я за развитие, экономическое развитие Абхазии, но в такой форме я категорически против, потому что в самом начале я, честно говоря, не был большим противником строительства апартаментов, потому что я считал, что нужно это делать в каком-то дозированном виде. И в тех районах Абхазии, в которых недостаточно развита туристическая сфера, где нет поступления в районные бюджеты и так далее. Но когда я посмотрел рекламу, которую делают новые компании, причем граждане России, которые прибыли в Абхазию, создают фирмы по продаже недвижимости от реки Псоу до реки Ингур, и с таким рвением говорят об апартаментах и о том, что можно здесь все купить, я категорически против этого. Я против того, чтобы мой народ полностью растворился в стране, которая будет заселена новыми мигрантами и так далее. Я думаю, что мы должны очень взвешенно подходить к таким вопросам. Значит, вообще не может быть никакого, допустим, определенной части, допустим, скажем, постройки апартаменты там в Гулерибском или в Ачимчетском районе. Такое точно не получится, я в этом уверен. И я хочу предупредить и сказать всем тем, которые за строительство апартаментов, не нужно думать именно о сегодняшнем дне, нужно думать о послезавтрашнем дне, что мы оставим своим потомкам. Абхазия – это родина абхазского народа, и Апсуа, вапсны – единственный автохтонный народ. Мы без этих апартаментов и новых мигрантов и так подвержены огромной ассимиляции. Мы должны открыть национальные школы, мы должны использовать ресурсы нашего народа, чтобы двигаться вперед, а не привлекать в страну. Я за привлечение инвестиций, но совершенно не за такие. Я за то, чтобы в Абхазии построили минимум 10 пятизвездных отелей, и причем поставить условия инвесторам таким образом, что 51% работников в этих отелях должны быть граждане Республики Абхазия. А, как правило, получается, что при строительстве каких-то огромных туристических кластеров и так далее, то привлекается полностью иностранная рабочая сила. Это не принесет огромных денег в бюджет Абхазии, как и строительство апартаментов. Многие нас сравнивают там с Батуми в Грузии и там радуются там огромным небоскребам в 50-60 этажей. Но что за пределами этих небоскребов? Уровень жизни аджарцев, грузин, проживающих в Аджаре, он никак не поднялся от этого. Большие денежные массы и потоки пошли именно инвесторам, которые вложились. И, как правило, в этих отелях работает приезжая наемная сила. И я бы не сказал, что, допустим, налоги прям принесли там колоссальный доход в бюджет. Вот. И еще раз повторюсь о том, что я лично категорически против строительства апарт-отелей, что это есть угроза национальной безопасности Абхазии и растворения абхазского этноса один раз и навсегда. Поэтому это опасно, это нужно прекращать. И нужно принимать, наоборот, такой закон,
где мы в течение 50 лет вообще не подходим к таким вопросам, как продажа недвижимости иностранцам и создание там апарт-отелей и так далее. Нужно наоборот ужесточить получение абхазского гражданства, ужесточить закон по получению абхазского гражданства.